أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Дорогие братья, уважаемые мусульмане, уважаемый джамаат, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Человек, каким бы зрелым ни был его разум, все же слаб в своих суждениях и ограничен способности предвидеть. Он не знает сокровенного и может взяться за дело, считая его полезным для себя, но в итоге оно обернется для него злом. А иногда бывает и наоборот. То, что кажется плохим, оказывается благом. Поэтому Всевышний Аллах в Коране говорит: «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, ва аса ан такраху шай'ан ва хува хайрун лакум, ва аса ан тухиббу шай'ан ва хува шаррун лакум, валлаху я'ламу ва антум ла та'ламун». Возможно, вам ненавистно то, что является благом для вас. И, возможно, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. Сура Аль-Бакара. То есть, смысл аята заключается в том, что человек не всегда способен увидеть истинную пользу или вред происходящих событий. То, что кажется неприятным, может обернуться благом, а желаемое оказаться вредным. Знание же обо всем принадлежит только Всевышнему Аллаху. Дорогие братья, мы это к чему говорим? Каждый из нас в своей жизни сталкивается, или же, наверное, сталкивался со многими скрытыми вещами и принимает решения, последствия которых неизвестны. Он не знает, принесут ли они добро или зло, пользу или вред. Поэтому человек оказывается в замешательстве. Следует ли ему взяться за это дело или отказаться от него? Например, работая имамом, моя практика часто бывала, приходили молодые люди. Я говорю в сомнениях, взять ли эту девушку женой, или приходили отцы, выдавать ли дочку замуж за кого-то, или же брать ли девушку женой для своего сына, учиться ли здесь или там, покупать ли этот товар, например, машину, или не покупать, и так далее. Множество решений бывает, которые ставят человека в тупик. И что происходит? Тогда человек живет в состоянии внутренней борьбы. Он становится пленником страха и тревоги. Он находится в васвасе, не может решаться, что-либо делать или не делать. И поэтому его одолевают заботы и печали. Он не знает, как поступить, что делать. Но, альхамдулиллах, хвала Всевышнему Аллаху, который нам как бы показал, нам дал выход из положения, выход из ситуации. И это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда его постигало какое-либо дело, и ему не было ясно, как поступить, прибегал к молитве. Он совершал двухракатный суннат намаз. После этого он читал определенные дуа. И всякий раз, когда возникала причина для этого, он совершал двухракатный намаз, читал после него определенную дуа.
И эта молитва, и это намаз, он называется салатуль истихара. Истихар намаз. Намаз истихара. И дуа, которая читается после этого намаза, называется дуа истихары. Салатуль истихара – это суннат намаз, которую мусульманин совершает, прося Аллаха помочь выбрать наилучший вариант в важном его деле. Дорогие братья, как вы поняли, сегодня, иншаллах, мы расскажем об истихаре. Но сразу скажу, что сегодня мы не будем говорить об истихаре на четках, потому что этот метод совершения истихары, он всегда вызывал споры, дискуссии до нас, и по сей день сегодня тоже он является вопросом спорным. Но те, кто практикует такой метод истихары, разумеется, наверняка у него есть свои доводы, и они опираются на мнение определенных ученых. И у них есть свой таджрибат, есть опыт, практика в этом деле. Поэтому, еще раз скажу, мы вообще не будем трогать истихару на четках. И не будем упрекать тех, кто делает истихару на четках. Далее мы просто сегодня расскажем из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, как делается истихара. Хадис, который мы сейчас будем говорить, этот хадис переводит имам Аль-Бухари, радiyallahu анху, от слова Джабира, радiyallahu анху, передается: «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям юаллимуна аль-истихарата фил умури куллиха, кама юаллимуна ас-сурата мин аль-Кур'ан». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обучал нас молитве истихара во всех делах так же тщательно, как обучал нас суре из Корана. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Иза хамма ахадукум бил амри, фальярка рак'атайни мин гайри аль-фарида, сумма лиякуль». Если кто-либо из вас намеревается совершить какое-либо дело, пусть совершит 2 рак'ата суннат намаза и затем прочитает дуа, которую мы сейчас озвучим. Мы не будем говорить на арабском, просто смысл зачитаем этого дуа. Смысл он такой: «О Аллах, поистине я прошу Тебя благого выбора посредством Твоего знания, прошу у Тебя силы посредством Твоего могущества и прошу у Тебя из Твоей великой милости. Ведь Ты можешь, а я не могу. Ты знаешь, а я не знаю. И Ты знающий сокровенное». Дальше: «О Аллах, если Ты знаешь, что это дело является благом для меня, моей религии, моей жизни и исхода моих дел, то предопредели его для меня. Облегчи его мне и даруй мне в нем благословение, то есть баракат. Если же Ты знаешь, о Аллах, что это дело является злом для меня, моей религии, моей жизни и исхода моих дел, то отврати его от меня и отврати меня от него. Предопредели мне благо, где бы оно ни было, а затем сделай меня довольным этим». И после этого дуа человек называет свою нужду или дело, относительно которого совершает истихару. Здесь обратите внимание, в хадисе говорится, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучал нас молитве истихара «Фил умури куллиха» во всех делах, так же, как обучал нас суре из Корана. Этот хадис указывает
на важность истихары. Этот хадис указывает на то, насколько сподвижники, радiyallahu анхум, нуждались в ней во всех жизненных ситуациях. И поэтому мусульманину следует выучить эту мольбу, выучить, как делается истихара, намаз истихара, и выучить дуа, и смысл этого дуа, чтобы, когда нужно будет, не обращаясь никому, он сам, чтобы знал, как делается истихара. Сейчас мы расскажем из правил, из хукма намаза истихара, из положения, касающегося намаза истихары. Намаз истихара, он не совершается в запретные времена. То есть после утреннего намаза до восхода солнца, полдень, и после аср намаза, после третьего намаза до захода солнца. Вот это время, этот намаз, он не совершается, его нельзя совершать. Но есть определенные ученые, которые разрешили совершить истихару и в запретное время, если дело является срочным и его нельзя отложить. Таковым является каулу, мнение имама Шафия, радiyallahu анху. Также есть насчет этого мнения каулу имама Ахмада, радiyallahu анху. Что касается хукм истихари, когда он делается, как делается, когда нужно делать, когда не нужно делать, из положений, из правил истихары, истихара, она предписана во всех дозволенных мубах делах. То есть дела, амаль, бывают дозволенные, бывают запретные, бывают порицаемые, бывает и мустахаба. Вот эта истихара, она предписана в дозволенных мубах делах, относительно которых человек сомневается в их последствиях и не может отдать предпочтение ни совершению этого дела, ни отказу от него. То есть из этого мы понимаем, если человек уверен в совершении какого-то дела, здесь истихара не делается. Истихара не делается в отношении выполнения обязательного. Например, совершит ли обеденный намаз, истихара не делается, потому что он и так обязательный. Или же оставление запретного, харам, тоже истихара не делается, потому что он и так запретный. Далее, что касается истихары, что касается, как мы поняли, истихара, он делается только в дозволенных мубах делах. Дозволенные дела бывает очень много. Например, путешествие. Завтра выйти или на сафар, или не выйти. Строительство, выбор супруги, торговля и так далее, и тому подобное. Но этим дозволенным мубах делам, которых делается истихара, не относятся обычные повседневные действия, такие как еда, сон. То есть истихара не делается кушать или не кушать, или же спать или не спать, потому что обращаться к истихаре по таким вопросам это просто бессмысленно. В книгах говорится абас. Абас – это играть с религией. Много раз слышал, не знаю, как анекдот рассказывают, что некоторые молодые делали истихара, наливать ли бензин после того, как у него бензин закончился. Это просто от незнания, от джахль такие вещи делают. Это непонимание суть истихары. Насчет дозволенных мубах дел расскажу один хадис, который приводит имам Табарани, радiyallahu анху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Уктумил хитбата, я'ни никаха, ثم توضأ فأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل اللهم الدعاء السابق». То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит:
скрой, держи в тайне. Не распространяй широко сватовство или намерение заключить брак. Почему это? Потому что могут быть завистники, которые тебе могут помешать. Далее Пророк саллаллаху алейхи говорит: затем соверши омовение. Фаахсин вудуака, и сделай его наилучшим образом. Затем соверши намаз истихару. Затем восхвали своего Господа, прославь Его, а затем скажи тот дуа, который мы вначале озвучили. После того, как ты узнал, как делается истихара, и ты сделал истихару, но все равно у тебя остаются сомнения, все равно ты находишься в замешательстве, делать ли это дело или же не делать, истихару можно и дозволено повторить столько раз, сколько тебе нужно будет. Так, сейчас немножко поподробнее расскажем о дуа истихаре, который делается после намаза. Потому что бывает так, что у тебя не всегда бывает условия совершить намаз, совершить омовение, совершить намаз, и все это делать время не бывает, или же условия не бывают. Хватает ли в таких случаях только прочитать дуа истихары? Насчет этого ученые говорят, предпочтительнее, чтобы дуа истихари совершалась после двух специальных ракатов. После истихара намаза делается дуа истихари. Но однако нет ничего предрассудительного в том, что читать это дуа после любой добровольной молитвы, после любого суннат намаза, если человек вошел в нее с таким намерением. То есть после любого суннат намаза, если у тебя было намерение после этого намаза читать дуа истихари, это можно говорить. Имам Навави рахимахуллах говорит: «Лау даа ад-дуа ба'да ратибати зухри масаля, ау гайриха мин ан-навафили ар-ратибати валь-мутлакати». Если человек прочитает дуа после сунны, после ратибата обеденного намаза, или после любого суннат намаза, далее говорит имам Навави: «Саваун иктасара аля ракатайни ау аксара джаза». Независимо от того, ограничился ли он двумя ракатами или совершил больше, то это допустимо. «Валякин бишарти аядхуля ас-салата ва фи ниятихи аястахира ба'даха». Но с условием, что он приступил к молитве с намерением после нее совершить истихару. То есть, как мы поняли, после любого суннат намаза можно делать истихара, можно делать дуа истихари. И еще имам Аш-Ша'рани, он великий суфи, великий алим, ученый, в своей книге «Шархуль Азкар» он пишет следующее: «Дуа истихарати ляху саласу халятин». Для дуа истихари есть три положения. Аль-уля ай якулаху ба'да салатихи рак'атайни би ниятиль истихарати. То есть первое, человек произносит ее после совершения двух рак'атов с намерением истихари. Совершил истихар намаз, и после этого читается дуа истихари. Ас-санияту ан якуна фи мавди'ин ла ястати'у ма'аху ас-салата, фалаху ан якуля хаза дуа вахтаху. Второе это, если находится положение, когда не может совершить намаз, то ему разрешается произнести только это дуа без молитвы. Например, человек отправился на рынок купить себе машину, а там нет условий, чтобы совершить намаз, или же у тебя нет омовения. Ты можешь просто делать дуа истихари. Отошел в сторону, даже не нужно поднимать руки, потому что не все тебя поймут. Что он здесь делает? Дуа, что за дуа он здесь делает? Тебя могут не понимать. Просто делаешь дуа истихари без молитвы. Это второе.
И третье, говорит Шаарани, он может произнести это дуа после любого суннат намаза, если изначально совершил ее с намерением истихари. То есть у тебя было намерение, когда ты зашел в намаз, после этого намаза делать истихару было у тебя намерение. Вот тогда тоже разрешается говорить. И еще один такой важный момент хочу здесь подчеркнуть, дорогие братья. Очень часто встречал в своей практике, когда работаю имамом, у человека есть такой компетентный человек, который разбирается в его деле. Он, оставив этого человека, приведу пример, чтобы всем понятно было. Например, ты хочешь купить машину. Есть человек, который разбирается в этой машине. Здесь что делается и как делается? Делать мушавара с этим человеком или же делать истихару? Оба варианта, если совместить, лучше всего сочетать истихару и мушавара. Почему это? Потому что это является совершенным следованием сунны пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Делать мушавара и делать истихару. Всевышний Аллах Коран говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва шавирхум фил амри, фа иза азамта фатаваккаль аля Аллах». И советуйся с ним в делах, говорит Всевышний Аллах пророку, саллаллаху алейхи вассалям, ты советуйся с подвижниками. А когда примешь решение, то уповай на Аллаха. Ты сделал мушавара, тебе показали вот это дело делай это дело смело и уповай на Аллаха. Поэтому желательно сочетать оба, и мушавара, и истихара. Но бывали моменты, как мы ранее сказали, что есть компетентный человек, который разбирается в этом деле, оставив этого человека, он делает истихару. Тебе этот человек, который он разбирается в этом деле, он говорит тебе: не покупай эту машину, у него такие изъяны есть. Но не слушаясь его, он делает истихару, а истихар показывает, что ты купил его. Здесь предпочтение отдается не истихаре, а мушавара. Расскажу один пример. Усман Хаджи из Калеба и мой муаллим рассказывал, однажды, когда я навестил шейха из Батулха, Куддиса сирруху, он сказал мне: «Усман, ты человек, которому не с кем советоваться». Это было время еще до распада хукумата, до распада государства, когда еще религия находилась под запретом. В то время, конечно, советоваться особенно в вопросах религии было не с кем. И тогда мне, сказал шейх из Батулха: когда тебе понадобится совет, совершай истихару. И Усман Хаджи говорил, что шейх имел в виду, когда есть с кем посоветоваться, истихару делать не нужно. Истихар совершается тогда, когда человеку не у кого спросить совета. И на самом деле, дорогие братья, слова этого шейха из Батулха, Куддиса сирруху, и Усмана Хаджи хафизахуллах, подтверждение им словам мы находим в книгах авторитетных ученых нашего мазхаба. Например, имам Навави рахимахуллах пишет: «И'лям аннаху юстахаббу лиман хамма би амрин ан юшавира фихи ман ясиqu би динихи ва хибратихи ва хизқихи ва насихатихи ва вара'ихи ва шафақатихи». Знай, что желательно тому, кто захотел совершить какое-либо дело, посоветоваться с этим вопросом с человеком. Имам Навави перечисляет 6 качеств в религии: опыте, мудрости, искренности, набожности и сострадания, в котором он уверен. С таким человеком желательно делать мушавара. Далее пишет имам Навави рахимахуллах, послушайте: «Ва иза шавара ва захара аннаху маслахатун
истахар Аллах субхану ва тааля фи залик. И когда после получения совета станет ясным, что в совершении этого есть благо, то пусть обратится к истихаре. После мушавара. Далее, комментируя слова имама Навави, рахимахуллах, имам Ибн Аллян ас-Сиддики, это шафиитский ученый, который написал шарх книга Аль-Адкар имам Навави. Он говорит, послушайте внимательно, «Захиру калямихи, баль сарихуху, тaqдиму л-истишарати кабля л-истихарати». Из слов имама Навави понятно, что советоваться предпочтительнее, чем делать истихару. То есть у тебя есть человек, компетентный человек есть, который разбирается в деле. Оставив этого человека и делать истихару, это говорит не путь шариата. Далее Ибн Хаджар аль-Хайтами говорит, «Валейса би багидин, хатта инда та'аруди, لأن الطمأنينة إلى قول المستشار أقوى منها إلى النفس». Это, говорит Ибн Хаджар, решение не является маловероятным даже в том случае, когда происходит противоречие между результатами совета и истихари. Почему, объясняет Ибн Хаджар аль-Хайтами? Так как доверие к словам советчика сильнее, чем к тому, к чему склоняется сердце после истихари, из-за преобладания страстей над ним и порочности его мыслей. Вот поэтому, говорит, отдается предпочтение мушавара. То есть заключение это какое? Прежде чем приступить к какому-либо делу, желательно сначала обратиться за советом к богобоязненным, опытным людям, а потом делать истихару. Ты сделал мушавара, показала, что вот это дело делай. Сделал потом истихару, тоже показывает, чтобы это ты делал. Отлично это. Делай смело, не сомневаясь. Но мушавара показала одна, а истихара показывает другое. Как поступить в этом случае? Вот при противоречии результату истихара и мушавара предпочтение дается совету. Вот поэтому, дорогие братья, делайте истихару правильно. Оставив человека, который разбирается, очень четко разбирается в деле, оставив его совет и сделать истихару, и слушаться истихару, это неправильно. Но далее говорит Ибн Хаджар аль-Хайтами, послушайте еще раз. Однако людям, достигшим духовного совершенства, следует дать предпочтение истихаре. Еще раз повторюсь. Людям, достигшим духовного совершенства, следует дать предпочтение истихаре. Вот такие моменты, вот такие положения хукм истихари, дорогие братья. Прошу прощения, что лекция немного затянулась, просто хотелось довести тему до конца и не оставлять важные моменты без внимания. Ва баракаллаху фикум. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.